Второй существенный момент заключается в том, что, ну, давай честно говорить, проблематика Крыма на фоне вот последних событий с коронавирусом, на фоне как бы всех этих историй Ну в да. Соединенных Штатах, на Западе, вот Black Lives Matter, вот это вот все. Это отходит на очень дальний план, и я, честно говоря, не вижу пока в украинской информационной политике со стороны государства какого-то форсирования вопроса Крыма. Да? Вот эти уголовные дела через призму личностей, таких как Мустафа Ну Джемилев, да. они позволяют привлечь международное внимание, заставить привлечь это внимание к проблеме оккупации, к проблеме нарушения прав человека в Крыму, к проблеме того, что прошло уже 6 лет, и никаких позитивных шагов для разрешения этой ситуации так и не сделано. Поэтому мы, естественно, будем проходить там все эти процедуры, мы будем вытаскивать на белый свет все эти нарушения, говорить о них громко, публично, и в конечном счете в международных инстанциях будем добиваться справедливости, даже если российские суды вынесут там, не если, а когда, да, потому что мы знаем, какие будут приговоры, тут не надо быть, значит, каким-то ясновидцем, чтобы понимать, что они это делают специально, чтобы вынести обвинительный приговор. Почему это российским властям надо? Потому что у них задача очень простая. Они пытаются, опять-таки, воздействовать на Запад, воздействовать на мировое сообщество. Им важно зафиксировать факт оккупации, или, по крайней мере, чтобы о нем перестали говорить, снять санкции. Поэтому они берут лидеров, они придумывают вот эти, фабрикуют уголовные дела, а потом с этими судебными решениями побегут в ООН, побегут в ПАСЕ, будут говорить, а вот смотрите, Джемилев преступник, Ислямов преступник, а дайте нам воду.